Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой: как повлияют следующие 7 дней на вас и вашу жизнь. Что ждет, что будет, что по судьбе. И если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Неплохая отсыпка. У кого-то грандиозные планы на будущую неделю. Чего-то вы ждете, на что-то надеетесь в течение следующих 7 дней. Смотрите, то, чего хотите, то, на что надеетесь, обязательно исполнится. Но вы должны быть готовы к сопротивлению. Будут люди, которые будут вам мешать, либо отговаривать, либо под ногами путаться. Да? Я вижу какое-то раздражение. Раздражение, у кого-то прям психи-нервы могут даже пойти. Но вы держитесь. Идите к своей цели. Вы дойдете. Лишь только если вы откажетесь от этой цели, либо свернете с правильного пути, ну тогда и с целью своей вы тоже попрощаетесь. Помехи будут. Вот, по крайней мере, 2 персонажа четко вижу. Прям вот все, что могут делать для того, чтобы вам помешать. Вот. Не обращайте ни на кого внимания. Ваше дело правое, цель ваша достижима. Главное, не останавливайтесь и не нервничайте. Старайтесь все свои эмоции держать под тотальным контролем. Так, ну теперь давайте пойдем от основания. Здесь у меня 2 женщины, ну либо 2 мужчины, смотря кто меня смотрит, за что-то борются, с друг другом борются. Да? Может быть, делят что-то, либо кого-то они делят. Какая-то идет борьба. Причем, как я понимаю, вот это противостояние между этими 2 людьми, оно не на пустом месте и не вчера возникло. Здесь какой-то продолжительный период времени. Вы выходите на финишную прямую в вашей борьбе, в вашем этом столкновении. За вас могу сказать, что сил у вас гораздо больше. Гораздо больше сил, больше возможностей, но вы, человечек, все-таки немного нерешительный. И это вам очень сильно мешает. Будь вы порешительнее, будь вы, скажем так, понаглее, посмелее, но конфликта бы уже не было, он бы исчерпался. Вот. Предлагаю вам в эту неделю усилить свою активность, либо себе разрешить то, что раньше запрещали в поведении, в высказываниях, либо даже в каких-то поступках. Смотрите, победит не тот, кто сильный, а тот, кто смелый. Понимаете, о чем я говорю? В эту неделю, именно вот до конца недели есть прекрасный шанс оставить своего этого оппонента, либо оппонентшу где-то там позади. Усилитесь, победите. Будете делать как прежде, но тут, знаете как, либо продолжится это велотекущее сопротивление, либо ваш соперник, соперница одержит над вами верх. Здесь вам рекомендуют убрать этот стоп-кран, да, либо расслабиться и, как говорится, с искрой в глазах вперед из песней. То есть возможность победить у вас будет, добиться своего, либо получить своего. То есть опрокинуть этого соперника, соперницу, вот как в борьбе, да, положить на лопатки. Вот, замечательный шанс, не упустите его. Хватит стесняться, хватит там заднего пасти. Время пришло для ярких решений, для смелых людей. Вот. Вы же смелый человек, вы же это знаете. Зачем же вы себя тушите? Не надо, это неправильно.
Так, мужчина. Чей-то мужчина очень постарается в эту неделю. Здесь смотрите как. Охотник-добытчик, так можно назвать. Значит, заработает, купит, принесет, сделает, да, возможно, даже и своими руками что-то сделает. Ну, прям лепота, красота. Если вы замужем, если у вас есть возлюбленный мужчина, поверьте, в эту неделю вы будете им тьфу-тьфу-тьфу очень довольны. Довольны им, его поведением и также его поступками. Они очень семейные, очень теплые и на вас направлены. Девочки, кто не в паре, кто не в браке. Здесь начальник может быть, это может быть какой-то ваш родственник, да просто друг может быть, да, знакомый мужчина, будет стараться вам угодить. От мужчины идет помощь, от мужчины идет какое-то благо, но у кого-то даже подарки отыграются. Ну, допустим, да, у вас есть сосед, вы в хороших отношениях. Сосед раздобыл какие-нибудь там запасы, припасы, либо съездил в деревню, привез там, я не знаю, несколько сеток лука, картошки. Ему много. Он приходит к вам и говорит: вот послушай, такая ситуация. Вот, знаю, что тебе надо, либо знаю, что некому привезти тебе. Вот хочу с тобой поделиться. Вот именно по-соседски, по-доброму. Возьмет и подарит вам там сеточку лука, мешок картошки, допустим, да, каких-то запасов, либо там молочка вам деревенского привезет. То есть приятно, очень приятно, душевно. Если вы работаете, начальник у вас мужчина, ну, может быть, мастер, там, старший, там, главный начальник мужчина, если обещал выплатить вам какую-нибудь там надбавку, прибавку, дать выходной день, да, подписать, может быть, отпуск, пожалуйста, в эту неделю к вашим услугам будет приятно. Мужчины вот отказа вам не делают, наоборот, стараются вам угодить. Так, дальше идем. Здесь у меня человек склонился, но над какой-то важной работой. Человек либо пишет, либо что-то руками делает. Вообще у меня здесь, знаете, как человек-творец. Но меня очень сильно смущает, вот смотрите, видите, фигурка человека, вот она голова, вот оно тело, ножки, вот он столик стоит, человек руками что-то делает, а вот тут у нас прям заяц. Все красиво, но заяц нам все портит. Заяц, в данном случае, смотрите, слева зашел вам заяц, это нерешительность, это, ну, извините, трусость, ну, буду говорить, как знаю. Я никого не хочу обидеть, поверьте, я просто хочу вам помочь. Я хочу максимально точно донести вам то, что я ощущаю, то, что я вижу и то, что я осознаю. Значит, если вам предстоит какая-то работа, будь то творческая, будь то специфическая, будь то научная, да, неважно какая, вот работа, вы знаете, что вам нужно что-то сделать. Не бойтесь. Не бойтесь проявить свое мастерство. Не бойтесь проявить свою креативность, свое видение конечного результата. Если вам нужно делать что-то по шаблону, то есть, да, ни вправо, ни влево, нужно вот как по пописанному делать. Мои хорошие, рискните, рискните, делайте так, как вы это видите, как вы это ощущаете. Поверьте, результат будет просто грандиозный. Действительно, вы и удовольствие получите, и ваш труд, да, ваш талант, его действительно оценят. Очень высоко, кстати, оценят. Здесь, знаете, какая оценка идет? В материальном выражении. То есть заплатят, банально заплатят гораздо больше, либо чаевых дадут, либо премию вам выпишут. Здесь нужно быть смелым. Вот вообще всю эту неделю нужно быть максимально смелым человеком, дерзким, я бы даже сказала, человеком, и себя проявлять и не бояться. Так, момент каких-то разговоров. У вас тут просто очень много фонтанов, вы фонтанируете, смотрите, как общаетесь, очень громко общаетесь, кому-то что-то рассказываете, доказываете. Вас будут слышать, вас будут слушать, и к вам будут прислушиваться. Это точно. Знаете, вот такое впечатление, что вы кому-то поможете. Причем поможете очень, очень конкретно. Я бы даже сказала, как жизнь, наверное, спасете.
какую-то подсказочку дадите, какой-то совет, либо человека переубедите от каких-то фатальных ошибок, каких-то провальных мыслей и идей. Не сразу, не с первого раза, может быть, несколько разговоров будет, но вы будете очень убедительны, у вас получится. Человек вам потом будет очень благодарен. Он прям придет и скажет: Господи, если это не ты, то все, прости, прощай. Да? Вам будет приятно, что вы этому человеку помогли. Вот будете радоваться, как за саму себя, либо за самого себя. Да. Какой вы замечательный человек. Смотрите, всем помогаете, спасаете. Только почему-то боитесь себя проявлять. Так, выходит у меня женщина. Женщина с каким-то предложением. Необычная женщина, у нее необычный внешний вид. Она либо очень стильная, либо со своим каким-то вкусом и видением. Она не похожа на всех остальных. Она отличается, причем очень сильно отличается. Не могу сказать, что она вам подруга. Возможно, вы будете обращаться к этой женщине за какой-то помощью, советом. Может быть, она стилист, швея, да? То есть человек, который знает и умеет, как отличаться от других. Да, не выглядеть как все и иметь какой-то свой уникальный стиль. Может быть, вы будете искать костюм, платье. Может быть, вы в поисках специалиста, кто бы сделал вам хорошую, там, не знаю, стрижку, завивку. Может быть, у вас какие-то другие проблемы. Да? Вот вы будете искать, найдете именно эту женщину. Женщина поистине мастер креатива, очень экстравагантна и в поведении, и в одежде, я уже говорила. Поверьте, вот именно эта женщина, либо ее талантливые руки приведут вас в порядок. Вы вот посмотрите на результат ее работы. Сначала будет страшно, потом будет как-то необычно, потом вам очень-очень понравится. Будь то одежда, будь то прическа, будь то макияж. Хорошая женщина. Так, идем дальше. У вас тут звездочка вышла. Звездочка. Вы как будто бы от звездочки почему-то уходите в другую сторону. К какому-то другому человеку уходите. А звездочка у вас сзади остается. Знаете, идет какая-то ситуация, когда вы откажетесь от какой-то своей мечты и от какого-то своего интереса ради другого человека. Либо помогать другому будете человеку, либо, может быть, это связано даже с какой-то покупкой. Вы откажетесь от покупки, да, чтобы помочь, может быть, близкому, либо купить что-то для своего близкого. Ну, я так скажу, это героический поступок — отказаться от мечты ради ближнего своего. И не важно, кто это, чужой человек, свой человек, это не важно. Важно то, что ваша звезда, она никуда не денется. Она скорее обретет форму, и размер у нее увеличивается. То есть вы как приносите жертву, свою мечту ради другого человека, и вам высшие возвращают в большем размере. Возможно, это происходило раньше, да, вы от чего-то для себя отказались раньше во благо других людей, а именно в эту неделю вот эта звезда, она вас догонит, но только она стала гораздо больше, гораздо красивее. Да, приятное событие идет. Вот встреча с мечтой, встреча со своим желанием. Но опять же со спины подкрадывается, то есть для вас это будет неожиданно исполнится ваша мечта. Мечта, от которой вы прежде отказались. Ну, я так скажу, грандиозное событие. Вы очень будете счастливы. Вам сложно вообще будет поверить, что такое возможно. Что все-таки мечты потерянные, забытые, но они исполняются. Они действительно у хороших людей, замечательных людей всегда исполняются. Ну, как награда от высших для вас идет. Так, мужчина по переписке, либо вы с мужчиной переписываетесь. Не могу сказать, деловой характер, либо любовный, да, может и так, и так. Для тех, у кого характер деловой, но мужчина что-то
Знаете, мужчина хотел бы сделать лучше, но получится, скорее всего, как всегда. Возможно, какие-то заминки, какие-то проблемы, либо отложенность ситуации. Да, придется откладывать, придется переносить. Но, поверьте, человек вас не обманывает, человек действительно делает все возможное и невозможное. Скорее, больше даже невозможного делает, но вот такая ситуация. Не обманет, взятые на себя обязательства доведет до ума, все будет хорошо. Если это переписка любовного характера, то здесь как раз-таки наоборот пойдет. Человек наоборот, знаете, как будто бы вас испытывает, проверяет, а насколько вы любите, насколько вы честная, насколько вы, например, там, ну, допустим, не алчная, да? То есть может закидывать вам всякие непонятные вбросы, ну, в плане того, что ой, а я обанкротился, либо ой, а я там болею какой-то нехорошей болячкой, да, ну как ты к этому отнесешься, как ты будешь реагировать, откажешься от меня, либо все в силе, да, мы встречаемся, любим друг друга. Но это будет, с одной стороны, на поверхности, вы это сразу все считаете, сразу все поймете. Ну, как бы такая игра, девочки, да, придется поиграть. Я вижу, что вы не любите такие игры, очень болезненно к ним относитесь. Ну, видно, вашему партнеру это нужно. Нужно вот лично для себя там, убедиться, что вы порядочная женщина, и там, никаких крамольных мыслей по отношению к нему не имеете. Поиграйте. Что сказать? Поиграйте. Если мужчина вам нравится, если вы хотите с этим мужчиной дальше выстраивать отношения, тогда с ним поиграйте. Если мужчина вам надоел, не нравится, не хотите, ну вот он прекрасный случай. Ему тут всего наговорить, да, и пусть отстанет от вас. Так, еще важный момент. Момент случайной встречи вышел. Случайная встреча с человеком, с кем вы очень давно не виделись, либо с человеком, кого бы вы очень хотели бы увидеть. Вот. Я вижу ваши счастливые глаза. То есть для вас это как вот счастливый случай встретиться с этим человеком. Сразу хочу сказать, что человек тоже будет очень рад вам, тоже счастлив от того, что вы встретились. Идет очень приятный разговор, идет налаживание контактов, идут какие-то договоренности, да, чтобы больше друг друга не терять, чтобы быть на связи и общаться. Такой прям приятный день, приятный вечер. Да, может быть, ваша дневная встреча перетечет в приятный вечер. Про пол человека ничего сказать не могу, лишь только могу сказать, что это счастливая встреча. И вам приятно, и другому человеку тоже очень-очень приятно. Так, вопрос с больницами, я так понимаю, лечение, больницы, какие-то медицинские услуги. Но опять же, это может быть что угодно. Пойти на прием к терапевту, либо к узкому специалисту, пойти к стоматологу, либо, например, там, к какому-нибудь физиотерапевту, да, либо на прививку пойти, либо на какой-нибудь там укольчик, да, манипуляцию пойти. Смотрите, в принципе, неплохо, но могут быть какие-то задержки. То есть, если вы записаны на прием к терапевту, вы приходите на свое время и сидите в очереди, в общей, все там кашляют, харкаются, пукают, икают, да, неприятно, вот придется ждать. То же самое, вы записаны к стоматологу, вы идете на свое время, человек вы пунктуальный, вы приходите там за 10 минут раньше до приема. Вы приходите и понимаете, что перед вами еще пару человек. И вот они долгие минуты, у кого-то даже и часы ожидания. Сервис вы, конечно, свой получите, но настроение, конечно, будет испорчено. Ну, кому приятно? Никому не приятно. Поэтому, мои хорошие, я не призываю вас опаздывать, я не призываю вас отменять походы, особенно если они там заранее спланированы, и они важны для вас, для вашего здоровья. Просто найдите себе, либо придумайте себе какую-то отвлекалку, чтобы вы там могли отвлечься, либо, возможно, если вы идете в поликлинику, какие-то вот используйте маски, да, либо какие-нибудь средства, которые барьерные, да, чтобы там вирусы от других людей не поступали. То есть об этом подумайте. Вот, потому что такие неприятные моменты я у вас вижу. Моменты ожидания крайне неприятные.
Так, кто у меня будет заниматься бюрократией? То есть это с бумажкой бегать, скакать по инстанциям, либо оформлять какие-то бумажки, даже если онлайн вы оформляете эти бумажки. Может быть, вы работаете с документами, у вас сейчас время каких-то проверок. Смотрите, в этот раз будет либо как-то намного проще. Я вижу, что меньше телодвижений вы будете совершать, да, либо меньше будете напрягаться. Не могу сказать, с чем это связано, но кто себя настраивает к борьбе с бумагой, да, со справками и документами, этого не будет. Абсолютно не будет. Как-то легко вы делаете, подаете, у вас принимают, либо вы оформляете, либо вы там относите, приносите. Никаких проблем не вижу. Вижу ваш страх перед тем, как это все начать. И вижу ваше удивление, когда вы понимаете, что все, закончилось, неужели я все сделала? И никто мне нервы не потратил, никаких там зависаний, там всяких программ, да, компьютерных не было. Как так? Удивительно, это приятно, это хорошо, это большой плюс. А здесь вы, кстати, много времени сэкономите. Здоровье. По поводу здоровья. Именно в ближайшие 7 дней возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом. Причины могут быть абсолютно разные. Не то скушал, не то выпил. Да, может быть, хронические всякие там гастриты, колиты. И оно же с ними. И также могут быть действительно на нервной вот этой почве, да, там перенервничал, там, пострессовал, да, какие-то могут быть проблемы. Поэтому, мои хорошие, кому прописана диета, соблюдайте, обращайте внимание на то, что вы кушаете, и старайтесь, чтобы ваш, например, там, завтрак или обед, да, прием пищи был абсолютно сбалансирован и не перегружал ваш желудок, да, пищеварительную систему. В эту неделю постарайтесь облегчить существование своей пищеварительной системы, не перегружать, не загружать, балансировать и потреблять все то, что вам положено вот в плане витаминов, полезных веществ, белков, углеводов, жиров. Ну, я не сильна в этой теме, да, вот что мне приходит в картинках, то я вам и говорю. Так. Что касается других состояний, возможны простуды, да, состояние вот как не гриппозное, а вот боли могут быть в горле, сопельки могут быть и в ушах может стрелять. Здесь особенно дети подвержены, дети вот прям в зоне риска. Ну, эта сезонность, она никуда не девается. Соблюдайте, пусть ваши детки соблюдают, да, правила гигиены. И, конечно же, витамины. Витамины укрепляют иммунитет. Если вдруг что-то там кто-то засопливил, там жалуется на боли в горле, сразу же принимайте меры, теплое питье, отдых. Ну и там смотрите по обстоятельствам. Так, по поводу денег. Я уже сказала, да, тут мужчины будут щедрыми, на деньги будут щедрыми, на помощь будут щедрыми. Что касается вас и ваших финансов, здесь больше похоже на хорошие новости по поводу ваших финансов. Я не могу сказать, что прям придет, получится. Нет, я этого не вижу. Но в рамках повседневной жизни, да, если у вас должна быть зарплата, пенсия, какая-то выплата, вы ее получите. Но и вижу хорошие новости о будущих платежах. Да. Возможно, вы с кем-то договоритесь, возможно, вы получите хороший заказ, возможно, вы заручитесь обещанием вашего начальника повысить там, либо доплатить вам за работу. Это будет. Вам вот эта новость, она гораздо приятнее, чем сумма в руках. Вот как-то так идет. Может быть, вы долго ждали, надеялись на эту новость, на это обещание. Идет. В эту неделю вы как раз-таки получите. Идет надежда. Да? У вас кто-то очень так конкретно обнадежит. Человеку этому вы верите. Вы знаете, если человек так сказал, значит так и будет. То есть вам приятно. По поводу трат. Особых трат здесь не вижу, кроме как, возможно, ну, всякие медикаменты могут быть тратой непредвиденной. И, ну, медикаменты и, скорее всего, какие-то посещения. Посещения, ну, не запланированные, да, ну, например, да, вы где-то находитесь, задерживаетесь, хочется кушать, холодно, да, там, либо
сыра, вы заходите там в ближайшую кафешку, откуда приятно пахнет, да, вы там себе что-нибудь покупаете. Вам дают счет, у вас глаза на лоб лезут, и вы думаете, вот что же я раньше не спросила, сколько это стоит, да, возможно, такие моменты. Ну, не настолько существенно, но тем не менее есть. На этом все. Берегите, пожалуйста, себя, ничего не бойтесь, будьте посмелее, поактивнее, и эта неделя будет ваша. Всем пока-пока.